Почему этот механизм наиболее работающий и наиболее действующий? Потому что если полномочия есть у государственного органа, но у государственного органа руки не дотягиваются до места, Министерство труда и социального развития заканчивается на уровне района. У них есть районные управления социального развития, а уже до аильных аймаков они уже не дотягиваются. Почему бы не передавать полномочия? Есть еще другой вариант, и есть такие сторонники, которые говорят, можно эту функцию полностью передать местным органам власти. Но у нас разные регионы, и по достатку разные, и по географическому положению разные. А подход к уязвимым семьям, подход к нуждающимся в социальных услугах должен быть одинаковый. Неважно, где живет семья, в каком регионе, она должна иметь доступ к социальным услугам. И поэтому должны стандарты, какие-то рамочные условия должны из центра каким-то образом контролироваться, предлагаться и мониторить, как это все происходит. И если делегируются полномочия, то по бюджетному кодексу Кыргызстана они должны сопровождаться финансами. То есть не просто поручить местным органам власти, но и дать им ресурсы для того, чтобы исполнить эти функции. Следующая проблема – это то, что социальное обслуживание не имеет территориальной привязки. Мы уже говорили о том, что у нас социальное обслуживание одноуровневое. Что это означает? Это означает, если в семье возникла проблема и надо помочь детям, то этих детей изымают из семей. Этих детей отправляют в какие-то другие места для того, чтобы поместить в интернаты, детские дома, дома ребенка. То есть их вырывают из семейного окружения и из привычного окружения. Это одноуровневое. У нас все социальные учреждения республиканского подчинения. Все вот эти стационарные социальные учреждения, которые существуют, интернаты, они одноуровневые, они подведомственные Министерству труда, Министерству здравоохранения, Министерству образования. И чтобы, скажем, предложить, обеспечить этих ребенков, этих детей социальными услугами, их надо обязательно извлечь из семьи. То, что мы предлагаем перейти от финансирования. Сейчас я уже продолжу как финансист, потому что моя часть больше касалась финансовой стороны. От финансирования содержания государственных социальных учреждений интернатного типа к финансированию самих социальных услуг. Для того, чтобы у нас путем выделения бюджетных ресурсов для оказания гарантированных, еще раз повторяю, услуг, которые предоставляют поставщики независимо от организационно-правовых форм. Главное, чтобы эти услуги были. Для того, чтобы перейти к этой системе, мы должны знать, сколько стоит социальная услуга. Потому что если мы хотим купить социальную услугу, мы должны знать, сколько она стоит. То, что должно сделать Министерство труда и социального развития. В первую очередь разработать стандарты. Если будут даваться государственные деньги из республиканского бюджета, то мы должны быть уверены, какой продукт государство покупает, что